Вы смотрите программу «Новости». В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Выпуск мы начнем с брифинга о топливном обеспечении на территории Якутии. Предлагаю послушать. Правительство республики держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением топливом автозаправочных станций. По поручению главы республики Томутская нефтебаза АО «Саханнефтегазбыт» увеличила суточные объемы отпуска топлива во всех АЗС Южной Якутии. В настоящее время действуют следующие суточные лимиты на бензин марки АИ-92 20 тонн, АИ-95 40 тонн, на дизельное топливо 45 тонн. Благодаря увеличению этих лимитов удалось значительно нарастить объемы заправки автотранспорта в Алданском и Нерюнгринском районах по данным фактических отгрузок. На заседании штаба под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака для Якутии закреплены ресурсы в объеме более 180 тысяч тонн. Это создает запас для бесперебойного снабжения жителей и организаций горюче-смазочными материалами. Правительство республики во взаимодействии с Минэнерго России и Минвосток развития России осуществляет ежедневный мониторинг топливообеспечения. Работа по наращиванию поставок продолжается совместно с федеральным штабом. Далее перейдем к новостям. Озвучу основные темы выпуска. Уровень воды на реках Лена, Индигирка, Вилюй и Яна опустился ниже критических отметок. О паводковой обстановке. В 4 районах Якутии прокладывают ВОЛС по проекту «Синергия Арктики». В Нерубинском районе сенокосная кампания идет с опережением о ходе кровозаготовки. Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым. Полпред доложил президенту о социально-экономическом развитии Дальнего Востока. В Дальневосточном федеральном округе отмечается высокий уровень инвестиций в регион и рост темпов промышленного производства, достигнутые в том числе благодаря действующему в ДФО преференциальному режиму для бизнеса. Перевыполнены плановые показатели по привлечению инвестиций. При ориентире в 5 триллионов и 8 миллионов рублей фактический объем инвестиций на текущий момент составляет 6,5 триллионов рублей. Динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. По инвестициям превышение в 1,5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1,8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза. То, к чему мы и стремились, на самом деле. Уровень воды на реках Лена, Индигирка, Вилюй и Яна опустился ниже критических отметок. Пик паводка в Якутии пройден. Всего от затопления пострадали 17 населенных пунктов в 10 районах, и в том числе в Якутске. При этом наиболее непростая ситуация сложилась в Верхоянском улусе, где в зоне потопления оказались 8 населенных пунктов. Верхояне доставили свыше 26 тонн гуманитарной помощи, включая бутилированную воду, продукты питания, мотопомпы и генераторы. Благодаря поддержке МЧС России сегодня в Верхоянском районе продолжает работать вертолет Ми-8 МЧС России. Сегодня он будет тоже задействован для доставки в населенные пункты из Батагая очередных партий гуманитарного груза. Сегодня парашютно-пожарные группы авиалесоохраны Верхневилюйского района и Вилюйского районов производят тренировочные прыжки. Самолета Ан-2 с высоты в 1 километр совершили прыжки с парашютом по 2 раза 30 человек. Цель таких мероприятий – это быть в форме и наготове в любой момент. Они регулярно проходят обязательные воздушные тренировки перед пожароопасным сезоном. Каждый специалист совершает от 12 до 17 тренировочных прыжков для подтверждения квалификации, отработки точности приземления на ограниченные площадки и на лес с использованием специального защитного снаряжения. Тренировочные прыжки, чтобы мы были готовы к тушению пожара. С 2012 года работаю десантником, потом 2021 уже парашютистом, инструктором. Работаю. Какой по счету прыжок? По счету уже не знаю.
много. 100 с лишним сколько-то. В 4 районах Якутии прокладывают ВОЛС по проекту «Синергии Арктики». В настоящее время Арктиктелеком ведет строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи в Алекминском, Кобяйском, Татинском и Тампонском районах. Стартовым участком проекта стал маршрут Бирюк-Тинное в Алекминском районе, где работы начались в июле. На сегодняшний день проложено 90 километров линии связи из запланированных 269 километров. В текущем месяце стартуют работы по прокладке ВОЛС на маршрутах Батамай, Сиганкюль, Булун, Хара-Алдан и Хандыга, Тополине. Проложено более 90 километров оптоволокна из 269 километров. Также наша компания Арктиктелеком выезжала на строительный контроль, проверили ход работ, качество укладки кабеля в грунт. В августе месяце у нас также стартуют и активно реализуются работы по строительству узлов связи. Напомню, что в рамках проекта «Синергия Арктики» мы за 3 года, до конца 2028 года, должны построить 7000 километров оптоволокна в 61 населенном пункте. Более 104 тысяч тонн заготовили в Якутии в рамках кормозаготовительной кампании. Скошено было 128 тысяч гектаров земли. На данный момент в сенокосных работах участвует свыше 7 тысяч звеньев. Это больше 21 тысячи человек. На полях задействовано порядка 10 тысяч тракторов различной модификации. Также усиленно ведутся работы в улусах, пострадавших от паводка, где сформированы 14 мобильных бригад. Всего прогнозируется заготовить около 400 тысяч тонн сена, почти 30 тысяч тонн силоса и 14 тысяч тонн сенажа. По республике Саха-Якутия на текущий момент по линии Министерства сельского хозяйства и по другим направлениям насчитывается ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам. На сегодняшний день затоплено 36 тысяч гектаров сенокосных угодий. Из них на сегодняшний день на мобильные бригады мы насчитываем более 16 тысяч тонн сена на сегодняшний день. В этом году в Нюрбинском районе сенокосная кампания массово началась с 20 июля. Но, тем не менее, отставание от графика не наблюдается. Наоборот, сенокосная кампания идет с опережением. Например, если в прошлом году на этот день было заготовлено чуть более 8 тысяч тонн сена, то в этом году заготовлено более 11 тысяч тонн грубого корма. Если сопоставить в процентах, то это 37% от общего плана. Нынче план, отведенный на Нюрбинский район по заготовке сена, составляет более 29 тысяч тонн сена, силоса 1200 тонн и сенажа 775 тонн. Наше хозяйство планирует сперва свои потребности, потом уже на продажу заготовить. Но, как ранее говорилось, нынче урожай сена хороший, травостой густой. На сегодняшний день с нашими соседями ведутся работы по выделению сенокосных угодий для Сунтарского района. Выходили на связь Кобяйский район, изъявили желание тоже посмотреть сенокосные угодья из города Якутска. Количество бюджетных мест по целевому договору увеличилось в СВФУ. Университет подводит итоги приемной кампании по программам бакалавриата. Как отметила ответственный секретарь Центральной приемной комиссии Елизавета Ильина, в этом учебном году университет набрал 2808 первокурсников. Еще 71 человек поступил на целевые обучения на ординатуру. Повысился и конкурс среди абитуриентов, в частности на технических специальностях. И это при увеличении необходимых для поступления баллов ЕГЭ. Тем временем продолжается приемная кампания по программам магистратуры. 15 числа. 20 июня продолжается набор заявлений, прием заявлений в магистратуру. Завершаем прием заявлений 21 августа и, соответственно, зачисление будет 29 августа. И еще также у нас в данное время до 15 числа, до 15 августа проводится прием заявлений для поступления на программу среднего профобразования, где у нас 355 бюджетных мест и 485 платных мест. В
В столице прошло совещание Координационного совета Республиканского отделения движения детей и молодежное движение первых при участии главы Якутии Айсена Николаева. В рамках обсуждения подвели итоги работы за несколько лет и подняли вопросы о вовлечении молодежи в движение и организации мероприятий на территории региона. Были выслушаны доклады министерств республики, непосредственно участвующих в них, но в особенности выделили роль вовлеченности в этой работе глав муниципальных районов. Так высоко отметили деятельность Усьянского улуса, где активно реализуются культурные, спортивные и образовательные мероприятия для детей и подростков. Опыт Сидорина как главы района показывает о том, что при вовлечении молодежи в движение, в активности, которые предусмотрены во все проекты, которые предусмотрены, это дает достаточно хороший результат. И, например, к такому результату, как включить всех трудных подростков, которые состоят на учете в движении первых, а соответственно закрывать их разными активностями, это, безусловно, тот пример, который должен повторяться всеми главами муниципальных образований. На сегодняшний день в каждом муниципальном образовании действуют первичные организации по движению первых, и это вносит огромный вклад в гражданско-патриотически настроенного молодого поколения. В преддверии нового танцевального сезона юные спортсмены практикуют и совершенствуют свои навыки на учебно-тренировочных сборах. Подготовка, организованная Союзом танцевального спорта республики, продлится до 11 августа. Участие принимают более 70 воспитанников клубов из разных районов Якутии. Для них параллельно проводится отбор в спортивный резерв республики. Для работы с танцорами приглашены московские наставники, мастера спорта Михаил Ященко, а также кандидаты в мастера спорта Анастасия Горшкова, Серафим Лепихов и Айна Николаева. Мотивацией для участников стали успехи членов сборной республики на 7-м всемирном турнире «Семен». На высшую ступень пьедестала в Китае поднялись дуэты Сергея Коротких и Леи Николаевой из Якутска, а также Богдана Безносовой и Дарьи Кораблевой из Ленска. Ребята очень успешно выступили, заняли призовые места по 2 программам. По программе «Стандарт» и по программе латиноамериканских танцев. Численность наших спортсменов из года в год тоже растет. И сегодня в 11 клубах нашей республики этим прекрасным видом спорта, как спортивные танцы, занимаются более 300 наших детей. Такими были актуальные новости к этому часу. Встретимся в дальнейшем выпуске.